12 октября КПП «Верхний Ларс» работает по жесткому графику. Теперь пересечь российскую границу можно только с 7 утра до 6 вечера. С просьбой перейти на новый режим выступила грузинская сторона. Основной причиной пограничники назвали угрозу повторного схода селя. На территории грузинской КПП сейчас идут восстановительные работы. Из-за нового графика на российской границе скапливается транспорт. Основная причина скопления транспортных средств перед пунктом пропуска, особенно на выезде из Российской Федерации, в связи с тем, что транспортные средства в ночное время прибывают на территорию пункта пропуска и стоят перед пунктом пропуска до открытия. К сожалению, пока не все водители знают о новой системе, поэтому автомобили продолжают прибывать на КПП ночью. Люди таким режимом недовольны, но к сотрудникам контрольно-пропускного пункта относятся с пониманием. Плохо, что только дневной режим. Надо, чтобы хотя бы до 10. Раньше до 10 работали более-менее, а сейчас от 7 до 7. Что это вообще мало? А сегодня за целый день 300 метров еще не проехали. 3 часа стою там в очереди, да. Ну, бивает 5, бивает вообще, иногда вообще не бивает. Ну, они что, они же не виноваты. Машин много, они не успевают просто. Вот вы сами видите как, а? Часто проходит тут несколько тысяч машин. Да. А если будет от 24-часовой, тогда будет прекрасно. Когда пункт пропуска по-прежнему будет работать в круглосуточном режиме, зависит от грузинской стороны. С легковым транспортом особых проблем нет. К 4 часам дня очередь бывает полностью устранена. По-другому обстоит дело с фурами. На КПП «Верхний Ларс» в очереди стоят около 120 грузовых машин. Пропускная способность российской границы – 170 грузовиков в сутки. Из-за перехода на дневной режим таможенники работают на пределе возможностей. Задействованы все полосы для движения. Даже в таком режиме за 10 часов специалисты успевают зарегистрировать порядка 200 единиц грузового транспорта. Тамила Хамицаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.